Yarık bela bayrağı. Masta ve dejot ya. Tülaçı fazla yozmer şey şanzıvatıcı. Katakan tülaçı ozik. Deriz doğuş. Порвали оборону немцев. Здесь скрытно готовилась операция невиданного масштаба. Парки, аттракционы, чистые улицы и новые здания. Нефтяная столица Ингушетии. Город воинской славы Малгобек. Давай, Мадин. Давай. Сюда не ходят поезда, здесь не журчит в ручьях вода, и знойный ветер треплет нервы проводов. А пыль степная абразивом по зубам, вышки нефтяные, как фантомы тут и там, стоят, касаясь края белых облаков. Между Сагапшами и Москвой. Между селом Сагапши и Москвой шуточную песню ингушские музыканты посвятили родному городу. Сегодня Малгобек – один из самых быстро развивающихся городов России. Бурное строительство, школы, детские сады и жилые дома. Столицу нефти, газа и мазута Малгобек. Давным-давно была война, и в прошлом грозность канала, но это той войны здесь бродит до сих пор. Все это дань уважения к городу с большой, но трагической историей. В 1942 году Малгобек был стер с лица земли войсками нацистской Германии. Для немцев так важно было захватить город Малгобек. Почему? Потому что в Малгобеке добывалась нефть, очень стратегическое, важное сырье. Нефть, которая имела очень высокое качество, как называлась голубая нефть. Эту нефть можно было сразу выкачивать со скважин и заливать в технику, чтобы эта техника работала. Взятие Малгобека немцами означало бы их фактическую победу над Советским Союзом. Так они открыли бы себе подступы к другим нефтяным клондайкам страны – Грозному и Баку. По сложности и жестокости Малгобекское сражение приравнивается к Сталинградской битве. В ход шли самолеты, танки, артиллерия. Курган, усеянный телами. Я помню, как было много народу на этом кургане, я в том числе. Сначала немцы были во главе, и их дух побеждал нас, но мы в конце концов переломили это все, и вот в результате победили. Герои Малгобекской битвы, их осталось совсем немного. 5 из них и сегодня живут в Ингушетии. 65 лет назад они отстояли родной город и спасли страну. Воодушевленные победой, молодые и счастливые, тогда они еще не знали, что вся их дальнейшая жизнь – одно большое сражение. Кинжал, папаха и черкеска увешаны орденами. Так Мухарбек Хашигульгов одевается по большим праздникам. Сегодня он идет поклониться родовым башням. Этим сооружениям более 500 лет. Свою башню имеет каждый ингушский род.
О чем думает ветеран, глядя на эти башни? О своей стране, о нелегкой судьбе своего народа или о том, что он оставался жив в кровавой мясорубке, а его сын погиб в мирное время? Генерал Ахмед Хашигульгов разбился на машине в прошлом году. Трагедия случилась тогда, когда Мухарбек Магомедович думал, что все самое тяжелое в его жизни уже позади. Он уже терял близких и смотрел смерти в лицо. Но нет ничего тяжелее, чем хоронить собственных детей. Как и любой мужчина, Зиаудин Гайтукиев всегда мечтал о сыне. Но ему не суждено было стать отцом. У него нет внуков, и все свободное время он посвящает общественной работе. Зиаудин Гайтукиев – председатель Совета ветеранов Ингушетии. Самый активный пенсионер республики. В свои 90 он водит автомобиль. Новенькая «семерка» – подарок главы республики. Зиаудина Гайтукиева регулярно приглашают в школы, где он выступает перед учениками. Он частый гость в кадетском корпусе. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравия желаю, товарищ полковник. Кадеты с большим интересом слушают рассказы Гайтукиева о войне. Сам он может говорить с ними часами. Общение с детьми он считает самым приятным из всех дел. «Они мне как внуки», — говорит ветеран. «15 детей, 15 внуков и 40 правнуков». Герой Малгобекского сражения Муса Атигов, глава большой семьи. Всю жизнь Муса Сасламбекович проработал на железной дороге. Содержать такую семью на скромную зарплату было непросто. Но Атигов сумел всем своим детям дать образование. Офицер милиции, спортсмен, духовный деятель. Его потомки – гордость республики. Даже старшие сыновья Мусы Сасламбековича, которым уже перевалило за 60, во всем слушаются отца и не делают ничего без его разрешения. Так принято у горцев. Слово родителей – закон в любом возрасте. Племянник наш украл невесту, мы его отдали обратно. Не принято воровать, сказали ему, отдали обратно. Согласен, батя? Согласен, согласен. Уже младшее поколение Атиговых создает семьи, но Муса Сасламбекович и сам готов жениться. Возраст не помеха для брака, считает 90-летний ветеран. Женишь, когда женишься? Вот так. Живой. Малгобек. Ингушская свадьба. Родственники жениха уже подъехали за девушкой к ее дому. Выход невесты – самая торжественная часть церемонии. Но приступать к ней не торопятся. Все ждут почетных гостей – аксакалов, ветеранов войны. Наконец гости появляются на пороге. Ветераны Муталиб Вильхиев и Алаудин Шадиев, почетные жители Малгобека. Их усаживают за стол на самое видное место. Теперь можно продолжать церемонию. Бывших фронтовиков уважают в городе не только за возраст и боевые заслуги. Все знают, что эти два человека обладают железным характером и всегда остаются верны своим принципам. Как это? Я торту ложкой.
Алаудину Шадиеву 91 год, но, как и в молодости, он регулярно совершает намаз 5 раз в день, как и подобает правоверному мусульманину. Возможность помолиться Шадиев находил даже когда пули свистели над головой. Земные поклоны ему теперь не под силу, но он молится на специальной табуретке. В этом доме давно живете, да? 69-й год устроили. У Муталипа Вильхиева тоже неважно со здоровьем. Возраст берет свое. Ветерану нужна операция. Сыновья хотели отправить его на лечение в Германию, но Муталип Саидович наотрез отказался ехать. До сих пор живы страшные воспоминания о войне. В 1942 году, октября месяца, я получил глаза. Под бомбежкой, под давлением земля попала. И так я пропал. «14 раз Малгобек переходил из рук в руки, но нефть не досталась врагу. Когда гитлеровцы зашли в город, рабочие нефтяники вывели из строя все буровые, оставили только одну, чтобы обеспечивать топливом советские танки. То есть практически даже захватив Малгобек, немцы не смогли добыть из этих нефтяных скважин ни одной капли нефти. Разоренные, озлобленные вот такой вот ситуацией, немцы, конечно, жестоко расправились с местным населением. Они разгромили весь город, практически город был сожжен. С местными жителями они очень жестоко поступили. Город окружен братскими могилами. Точное количество погибших солдат и мирного населения при Малгобекском сражении не знает никто. Это десятки тысяч. От пожаров и разрыва снарядов ночью тут было светло, как днем, а от дыма и копоти днем темно, как ночью. Нас прямо расстреливали сверху немцы. Бывало, разговариваем, вдруг перестает друг рядом лежащий разговаривать. Тронешь, он уже холодный. Когда немцы пришли на Кавказ, 16-летний Мухарбек Хашигульгов поступил на курсы пулеметчиков в родном Владикавказе. Все обучение состояло из практических занятий на передовой в Малгобеке. Молодой человек, никогда прежде не державший в руках оружие, оказался непревзойденным стрелком. Ни дня без подбитого танка противника. Советский народ был настроен на победу. Молодежь стремилась тоже помогать воинам. И вот все время помнится, энтузиазм был такой хороший. За проявленное мужество и отвагу сержанта Мухарбека Хашигульгова рекомендовали в высшее военное училище. На фронт он должен был вернуться офицером. В день начала войны мы были в летних лагерях, километров 40 к западу от Харькова. Я смотрю, общий подъем. Быстро они, значит, приняли водные процедуры и оделись. И тут же, значит, собрали, объявили, что началась война. Офицер Алаудин Шадиев войну встретил в Харькове, где базировалась его часть. Военврач, он проходил службу в пограничных войсках. По ночам ходил в разведку, а днем оперировал раненых. Над бровью у вас шрам. От чего, расскажите? Я сказал, это от снаряда осколок. От артиллерийского снаряда осколок. Попал не сюда. И там вам череп? Да, череп был расколот. Ну вот, она есть, вот ямка. Из Малгобека Зиаудина Гайтукиева перебросили в Сталинград. Здесь он и получил свое первое ранение. Осколок пробил череп и чуть было не коснулся мозга. Это была бы мгновенная смерть. Полевой хирург наложил швы прямо на месте сражения. Гайтукиева хотели отправить в госпиталь, но он наотрез отказался покидать поле боя. Зиаудин продолжал воевать. Ходил в атаку с перевязанной головой. А голова периодически болела у вас? Не особенно. Давала знать, но не особенно.
Так что терпимо. Можно было воевать и дальше воевать. А что держите его? Он сейчас... После ранения Муса Атигов больше не мог воевать. Теперь он ходил на костылях. Немецкий снайпер перебил ему ноги на Курской дуге. Привязку себе сделала, жгут сделала, рубашку снял, а потом, ты живой, я живой, я говорю, меня ранен, мне заражения нету. 14 дней Муса Атигов добирался до Иркутска, где находился госпиталь. На больничной койке он пролежал до конца войны. Ему грозила ампутация, но врачи сумели спасти его ноги. Ты молодец, говорит, который приходит, говорит, оттуда. Ноги здесь ранен, отрезает, больше не пойдешь в армию. Воевать Муса Атигов начал в родном Малгобеке. В 42-м ему не было еще 18, поэтому на фронт он пошел по повестке старшего брата Магомета. Военкомат пошел, и тогда Атига Магомед Сосланбекович был. Я сказал, Атига Магомед Сосланбекович добровольно идет в армию. Магомед узнал о том, что ему приходила повестка, когда его младший брат уже вовсю сражался на передовой. Привести документы в порядок и вернуть себе свое имя Мусе удалось только через год, находясь уже на Курской дуге. В 1941 году наш брат ушел на фронт. Сталинград, Волгоград, Воронеж, командиром был, и без света пропал. А в 1942 году я убежал или ушел из дома. За родной Малгобек 16-летний Муталиб Вильхиев сражался с первого дня оккупации. Он надеялся, что после освобождения города продолжит воевать на других фронтах. Но молодой доброволец попал под обстрел и получил серьезные ранения. Муталиб потерял глаз, обе ноги были перебиты. Это случилось в последние дни Малгобекской битвы, когда враг был практически вытеснен из города. Кирпичный завод на окраине Малгобека. Именно здесь было остановлено наступление немцев. До своей главной цели города Грозного они не дошли всего 90 километров. Январь 43-го. Солдаты покидают Малгобек и отправляются дальше на защиту Родины. Муталиб Вильхиев с завистью смотрит им вслед. На его груди медаль за боевые заслуги. Тогда он еще не знал, что ровно через год его, пролившего кровь в борьбе с фашизмом, обвинят в пособничестве Гитлеру и сошлют в холодную казахстанскую степь. Война – это ерунда против... Были народы, говорят, умирали голод, холод. Такие замечательные люди, как курицы умирали, падали. Сейчас это голод, холод. Поехали! Зимой 1944 года чеченцев и ингушей объявили врагами народа и сослали в Среднюю Азию и Казахстан. 500 тысяч человек. До места ссылки они ехали в товарных вагонах. От холода и голода люди умирали в пути. Обыскивали умерших, выносили. Это трудно рассказывать. Там плохо было. Хоронить не успевали. Трудно было. Закон о депортации распространялся и на фронтовиков. Их лишали званий и наград, под конвоем высылали в Казахстан. Мухарбека Хашигульгова исключили из военного училища.
Дом во Владикавказе, в котором он вырос, пришлось покинуть навсегда. Здесь окно было. Одно окно, второе и третье. Это зал был. Сам большой зал, помещик большой. А здесь вот здесь, парадная дверь была. Парадная, не такая хорошая дверь. И ступеньки. Не сделаны, а мраморные ступеньки. Военное начальство Шадиева до последнего пыталось уберечь его от депортации, помня боевые заслуги офицера. Но вскоре именно его часть была направлена в Грозный для конвоирования чеченцев и ингушей. Сам Шадиев еще не знал, какое задание придется выполнять его боевым товарищам. По прибытию в Грозный командир части отправил Шадиева в служебную командировку в Казахстан. Так он спас его от высылки. И вот в Казахстане я служил, и много пограничников из наших и других частей были переданы в Казахстан на службу управления МВД. Шадиев продолжал работать в милиции, но в 1948-м ужесточили режим спецпереселенцев. Его разжаловали до рядового и уволили из органов. Известие о депортации Муса Атигов встретил в госпитале в Иркутске. Он, пожалуй, единственный ингуш, который никогда не был спецпереселенцем. Про него просто забыли. Но после выписки он все равно поехал в Казахстан на поиски родных. Находясь на Западном фронте, Зиаудин Гайтукиев узнал, что его родной Чечено-Ингушетии больше нет. В его деревне никого не осталось. Родителей, братьев и сестер всех сослали в Казахстан. Депортация грозила и ему самому, но он пошел на хитрость. Гайтукиев уговорил полкового писаря подделать ему документы. Переписали сразу красноармейскую книжку мою, национальность русский, фамилию оставил свое. И после этого меня никто не тревожил. По документам Гайтукиев навсегда остался Николаем Дмитриевичем. Под этим именем его знают и его фронтовые товарищи, живущие в других городах страны. А Зиаудином зовут только в родной Ингушетии. Закончив войну, Гайтукиев поселился в Казахстане, рядом со своими близкими. Когда я стал предъявлять, что это мои родители, и я обязан с родителями жить до тех пор, сколько я смогу и сколько Бог даст жизни. От родителей мне некуда уходить. Они ставят мне вопрос. Ведь вы русский, а не ингуши. Как это получается? Вот там я и рассказал все, как я служил. Даже после выселки чеченцев и ингушей предприятие по добыче нефти «Малгобекнефть» продолжало работать. Сюда съезжали специалисты со всей страны. Черное золото добывают здесь и сегодня. Слово власти созывало, горноездников лихих, тесной дружбою сковало нас, кавказцев удалых. Белоснежные вершины гор Кавказа, вам привет. Я не знаю, из Полины вас увижу или нет. Так что, друзья, пока нам бьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, и ума не проклевай. Герои нашего фильма вернулись на родную землю уже в зрелом возрасте. Все они были вполне устроены в Казахстане, но их неудержимо тянуло на родину, в самый маленький регион России – Ингушетию. На их долю выпало немало страданий, боли и разочарований. Но несмотря ни на что, они всегда были преданы своему народу и своей стране, ради которой 66 лет назад готовы были отдать жизнь. Я искренне поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравляю с праздником. Дай Бог вам здоровья,
здоровья, еще раз здоровья. Конечно, мы должны помнить, мы помним, мы должны, мы обязаны помнить, и особенно вкладывать в головы нашему поколению подрастающему, что такое Великая Отечественная война и кто такие ветераны Великой Отечественной войны. Дай Бог всем ветеранам, которые сегодня живут, долгих лет жизни, и дай Бог, чтобы мы всегда помнили то, что вы для нас сделали.